Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Главное в программе. Громкие дни тишины в Украине, в Донбассе снова стреляют. В Турции проходят массовые аресты оппозиционеров и журналистов. Александр Овечкин, лучший хоккеист в истории Вашингтон Кэпиталс, в специальном интервью нашей программе. Прага, передаем слово вам. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Громкие дни тишины на востоке Украины. После относительно спокойных выходных на Донбассе вновь стреляют. Боевики традиционно обвиняют украинских военных, силы АТО боевиков. Пресс-центр АТО сообщает о 7 атаках с использованием, в частности, минометов. И все это на фоне решения Конгресса США о военной помощи Украине. Пока политикум ждет, подпишет Обама документ или нет, госконцерн «Укроборонпром» подписывает контракт на поставки оружия в Украину с американской компанией Barrett Firearms. Оружие будут поставлять для СБУ и Нацгвардии, причем сроки исполнения контракта свели к минимуму, чтобы солдаты как можно скорее получили все необходимое. И вот официальный ответ «Укроборонпрома» на запрос нашей программы. Подписание контракта не имеет отношения к оказанию военной помощи США. Договор касается закупки вооружений непосредственно для нужд силовых структур Украины. Переговоры проводили представители специмпортера «Укринмаша». Это фирма в составе оборонпрома и американской компании Barrett Firearms. Не вызовет ли сотрудничество США и Украины, в частности, новый контракт, а это уже не аптечки и одеяла из Америки, а реальное вооружение, недовольство Москвы вплоть до официального введения своих войск на Донбасс? Для программы «Настоящее время» своим мнением из Киева поделился украинский политолог Тарас Березовец. Разговоры о том, что давайте будем осторожными, украинское правительство не должно делать никаких шагов, которые могут возбудить Москву, настроить ее против Украины. Это совершенно бесполезно. Никакие новые контракты украинской власти, они не возбудят новой волны агрессии. Я думаю, что наоборот, скорее может наступить протрезвление от того, что украинская армия наконец получает самые современные образцы международного вооружения, в том числе стрелкового снайперского оружия. Впрочем, некоторые эксперты сменившуюся в последнее время риторику Москвы в отношении Украины называют затишьем перед бурей. Мол, чтобы потом Москва могла сказать: мы хотели мира, но Киев начал поставки оружия из США, вот и обострение конфликта. Далее мнение Тараса Березовца. Поскольку мы имеем дело с российским президентом, неоднократно демонстрировавшим отсутствие любой геополитической логики и заранее подготовленного плана, то здесь возможны совершенно любые неожиданности, в том числе, к сожалению, и новая эскалация вооруженного конфликта на Донбассе. Тем более, что Россия сконцентрировала значительные силы как в технике, так и в живой силе на оккупированных территориях. Плюс туда перебрасываются значительное подразделение наемников, которые, совершенно не скрываясь, обустроили сегодня тренировочный полигон в предместье Донецка. Это программа «Настоящее время». У нас эфир из Вашингтона. Приблизила ли мир на Донбассе римская встреча Лаврова и Керри? Наташа, продолжайте. Да, Сергей. Госсекретарь США Джон Керри и глава МИДа России Сергей Лавров провели встречу в Риме, в ходе которой обсудили в том числе и вопрос смягчения напряженности в Украине. Переговоры прошли на фоне одобрения Конгрессом США законопроекта о введении новых экономических санкций против России и оснащении украинской армии военной техникой и оружием на сумму до 350 миллионов долларов. Как сообщили в Госдепартаменте, поставки оружия или предоставление военной помощи сверхнелетальной пока не планируется. Между тем усилилась активность российских военно-воздушных сил в небе над Европой. На юге Швеции российский военный самолет с отключенным передатчиком для обнаружения и идентификации едва не столкнулся с пассажирским лайнером. Чтобы избежать столкновения на встречных курсах, диспетчеры развернули пассажирский самолет. В этой связи мы обратились к генералу Кевину Райану с вопросом о том, следует ли руководству НАТО определить некую красную линию, которую нельзя пересекать. Критикуя политику России, западная пресса склонна фокусироваться на персоне Владимира Путина. Считаете ли вы, что действительно он лично несет ответственность за агрессивную политику России? Граница любой страны и есть красная черта. У НАТО есть все права на то, чтобы сделать границу красной чертой. И любое пересечение границы будет неприемлемо, поскольку будет нарушено воздушное пространство страны-члена Альянса. Нам необходимо установить более доверительные и более прозрачные отношения в том, что касается мест дислокации войск и частоты их активности в приграничных районах. Иными словами,
Мы должны восстановить некоторые механизмы, существовавшие во времена Холодной войны, чтобы все стороны знали заранее о дислокации сил и учениях друг друга и о полетах военно-воздушных сил, чтобы в случае инцидента или пересечения границы командование могло быстро разрешить ситуацию. Владимир Путин стоит во главе российского правительства и российской политики так, как это невозможно на Западе. Он консолидировал власть вокруг себя или вокруг небольшой группы близких к себе людей, в то время как западные лидеры должны делить власть с законодателями, судами и так далее. Поэтому понятно желание прессы персонифицировать ситуацию в России, ведь Путин построил такую модель управления, где он главный. Однако американские или западные политики в целом не должны фокусироваться только на этом, потому что это может привести к закрытию каналов коммуникации в будущем, когда ситуация успокоится, и обе страны захотят сотрудничать во имя общих интересов, которые, как и общие угрозы, безусловно, существуют. Мы не сможем работать вместе, если наши политики будут идти на поводу у прессы. Конгресс США окончательно утвердил план государственных расходов в размере чуть более $1 триллиона на большую часть 2015 года, устранив таким образом угрозу временного закрытия правительства. Законопроект был принят в субботу в Сенате большинством голосов – 56 против 40. Теперь он будет представлен президенту Обаме, который ранее заявил о готовности его подписать. Российские власти не выполняют своих обязательств по предотвращению насилия против сексуальных меньшинств и привлечению виновных к ответственности. Это вывод нового доклада правозащитной организации Human Rights Watch. Авторы утверждают, что принятый летом прошлого года федеральный закон о запрете гей-пропаганды в России фактически легализовал дискриминацию ЛГБТ-сообщества. В 85-страничном документе интервью с представителями ЛГБТ из 16 городов России, которые имели дело с нападениями, агрессивным поведением из-за своей сексуальной ориентации и гендерной идентичности. США и Евросоюз осудили аресты оппозиционеров в Турции. За этим следят наши коллеги в Праге. Сергей? Да, это так. Турция на грани новых беспорядков. За решеткой могут оказаться сотни человек, из них десятки журналистов. В стране массовые аресты в СМИ противников правящего режима. Задержан и главный редактор крупнейшей оппозиционной газеты «Заман». Факты, мнения, явления дня в материале Александра Касаткина. 11 декабря пользователь Twitter, известный под псевдонимом Фуат Авни, сообщил, что начиная с 12 декабря в рамках новой широкомасштабной операции спецслужб будут задержаны 400 человек, в том числе 150 журналистов. Сообщение Авни собрало у здания газеты «Заман» несколько тысяч человек, которые помешали специальному подразделению полиции по борьбе с терроризмом попасть в редакцию. Акции протеста, они не прекращаются, но акции протеста, я бы сказала, носят локальный характер. Они проходят не только возле здания редакции, где в данный момент, как показывает единственный турецкий оппозиционный телеканал «Халк», собрались около 150 человек. Свободу прессы. Одной из причин происходящего называют месть за крупный коррупционный скандал, разразившийся год назад, в котором оказались замешаны многие государственные чиновники и лояльные к правительству бизнесмены. Сейчас задержанных журналистов обвиняют в создании незаконной организации и попытке захватить власть в Турции. Те, кто проникал в государственные институты, устанавливал подслушивающие устройства на приватных встречах президента и премьер-министра, устраивал заговоры против национальных спецслужб, останавливал грузовики, доставляющие гуманитарную помощь сирийцам, и кто жаловался на них миру, не должны думать, что за это не придется платить. В турецких СМИ сообщают, что в ближайшее время правоохранительные органы намереваются задержать еще 150 журналистов, причастных к разоблачению коррупционных скандалов. Предприняты шаги, чтобы заставить замолчать газеты, телевидение и медиа, которые высказываются. Выпускаются новые законы. Все становятся подозреваемыми. И следующим шагом будет распуск парламента, потому что у свободы слова две ноги. Одна — это СМИ, другая — парламент. Если вы заставите замолчать нас, останется только парламент. Вы разрушите Турцию. ТВ-2 победим всегда! ТВ-2 победим всегда! ТВ-2 победим всегда!
Акции протеста в поддержку свободной и независимой журналистики прошли и в российском Томске. Там под угрозой закрытия оказалась телекомпания ТВ2, которую, несмотря на наличие всех необходимых лицензий, могут отключить от эфира с 1 января. Мы продолжаем следить за событиями вокруг телекомпании. Вот что рассказала продюсер Мелани Бачина про запросы, которые они направили в прокуратуру и антимонопольный комитет. Больше 10 дней, ответов нет, и начальник Томского управления Федеральной антимонопольной службы сейчас отправлен в отпуск или сам ушел в отпуск. Уж здесь мы точно не знаем, и это, конечно, тоже для нас такой тревожный сигнал. Поэтому все, что нам остается делать, это собирать подписи и продолжать бороться за свое право работать и вещать в этом городе. В Томске несколько тысяч горожан собрались на митинг поддержки телекомпании. В настоящее время в эфире смотрите далее. В Чечне сожгли офис комитета против пыток. В результате пожара никто не пострадал. 2 сотрудников этой правозащитной организации, задержанные ранее в Грозном полиции, освобождены. Уезжать из чеченской столицы правозащитники, несмотря на поджог, задержание и угрозы, не планируют. Другие факты в репортаже «Рейтер». Мария Яблонская. В Грозном в субботу сгорели офисы нескольких правозащитных организаций, в том числе свободной мобильной группы. Ее возглавляет член Совета по правам человека при президенте Игорь Каляпин. На минувшей неделе он обратился в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть высказывание Рамзана Кадырова. Глава Чечни заявил, что будет выдворять из республики родственников боевиков и сжигать их дома. На пресс-конференции в Москве в четверг правозащитники подчеркнули, это противоречит Конституции. Каляпина тогда забросали яйцами неизвестные. Офисы правозащитников в Грозном сгорели через 2 дня. Причины пожара пока не установлены, но активисты считают, что власти добиваются их выдворения из республики. Как минимум здоровью и, наверное, жизни меня и моего коллеги Дмитрия Дмитриева действительно сегодня угрожает. Я считаю так, потому что люди были с оружием, люди прятали лица, люди пытались нас поймать, догнать, остановить наши автомобили и что-то с нами сделать. Активисты показывали кадры с видеокамер наружного наблюдения у подъезда. По их словам, это те самые вооруженные люди, пытавшиеся проникнуть в их офис накануне пожара. На следующий день стало известно, что Бабинца и Дмитриева удерживали неизвестные с оружием. Через несколько часов их отпустили, отобрав мобильные телефоны и не сообщив о причинах задержания. Представитель МВД Чечни в интервью Интерфаксу заявил, что ведомство не причастно к этому инциденту. Правозащитник правозащитнику рознь. Так считает председатель Союза чеченской молодежи. Мы попросили Рустама Топаева прокомментировать официальную позицию чеченских властей. Позиция, она у чеченского руководства всегда была одна. Если действительно люди занимаются правозащитной деятельностью, и для них важна жизнь человека и права человека, то с такими правозащитниками республика всегда будет сотрудничать и всегда будет давать возможность работать. Но, как показала ситуация, правозащитник правозащитнику рознь. Когда я пошел на эту пресс-конференцию, я воочию увидел, что действительно люди передергивают факты, говорят только о том, что им выгодно, перекручивают какие-то моменты, которые были на самом деле. Очень пренебрежительно говорят о погибших людях. К событиям в Америке. Из Фергюсона и Нью-Йорка в Вашингтон. Под таким лозунгом в столице США прошла целая серия протестов. Коллеги, ждем от вас подробностей. Наташа. Все началось с немногочисленных молчаливых демонстраций, в ходе которых молодые люди ложились на землю напротив зданий, где размещаются федеральные ведомства. Так они выражали свое несогласие с судебными решениями, связанные с судьбами 2 афроамериканцев – Майкла Брауна и Эрика Гарнера. Завершилась неделя протестов крупномасштабным маршем в Вашингтоне. Репортаж Ануша Витисян. На плакатах протестующих те же слоганы, что мы видели в Нью-Йорке. «Жизнь чернокожих важна», «Я не могу дышать» и опять несправедливость. На протест в Вашингтоне собрались тысячи людей. Организатор протеста Эл Шарптон подчеркнул, что несмотря на трагичность причины этих протестов, его вдохновляет сплоченность нации. Несколько лет назад в этом же городе я испытал неописуемую радость, когда увидел, как первый чернокожий президент, положив руку на Библию, произнес слова присяги и вступил в должность президента США. Сегодня я был не менее вдохновлен, когда увидел белых юношей с плакатами, на которых написано «Жизнь чернокожих важна».
В марше с коротким маршрутом от площади Фридом Плаза до Капитолия участвовали не только вашингтонцы, но и жители самых дальних штатов. Мы с женой приехали из Оклахомы. Мы сочли необходимым быть здесь и тем самым продемонстрировать свою поддержку. Справедливость для всех, вне зависимости от цвета кожи. Чернокожие, белые, латиноамериканцы и представители других общин прошли маршем в одной колонне, требуя от законодателей реформ в полицейских ведомствах во всех штатах. Уже 50 лет я занимаюсь гражданским правом. Удивительно, что, добившись таких больших результатов в сфере прав человека, в 2014 году мы снова столкнулись с ситуацией, когда полицейские, убившие чернокожих молодых людей, остаются безнаказанными. Здесь в толпе звучали призывы объединиться за будущее страны и молитвы. Для некоторых участников марша история Майкла Брауна и Эрика Гарнера – повторение семейной трагедии или причина страха за будущее детей. Мой отец был убит полицейским в 1993 году. Справедливость для всех для меня будет личной победой. И у нас есть маленький сын, который выглядит так же, как и Майкл Браун и Эрик Гарнер. Это мог быть мой сын. Поэтому я здесь. Демонстранты сказали, что пока они не добьются справедливости, будут продолжать протестное движение. Однако на вопрос о том, какой именно справедливости они добиваются, мы получали разные ответы. Одни выступали за нательные камеры для полицейских, другие требовали прозрачности информации о том, сколько людей ежегодно умирает от рук полицейских. Третьи говорили о необходимости введения системы контроля над деятельностью полицейских. Ануша Витисян, Сергей Москалев для программы «Настоящее время», Вашингтон. В Нью-Йорке в выходные тоже проходили массовые протесты. С нами на связи наш корреспондент Виктория Купчинецкая. Виктория, добрый день. Ты беседовала с русскоязычными жителями города. Что они думают об этой ситуации? Да, Наташа, совершенно верно. В Нью-Йорке прошли тоже массовые протесты. Они в основном прошли мирно. Был арестован 1 человек. 2 полицейских получили травмы. Да, действительно, мне было очень интересно узнать, что именно думают представители русскоязычной общины в Нью-Йорке об этом конфликте. Я побеседовала с несколькими из них, в частности, с вице-президентом Ассоциации русскоязычных сотрудников правоохранительных органов Соединенных Штатов Дмитрием Забровским. Дмитрий родился в Санкт-Петербурге 30 лет назад. Он является сержантом нью-йоркской полиции. Он работает в полиции уже 7 лет. Он считает, что этот конфликт разжигают средства массовой информации тем, что не информируют общественность в достаточной мере. Вот что он мне сказал. Это то, что люди не понимают то, что произошло. И к тому же наши средства массовой информации, вместо того, чтобы представлять объективную картину того, что случилось, просто пытаются увеличить свой рейтинг. И поэтому разжигают вот эти демонстрации, вот эти протесты. Однако участники протестов в Нью-Йорке считают, что конфликт реален, что полиция относится к чернокожим мужчинам предвзято и обвиняют стражей порядка в расизме. На улице города в субботу вышли более 25 тысяч человек. На демонстрацию были мобилизованы около 7 тысяч полицейских, которые совершенно не препятствовали движению демонстрантов по городу. Столкновений не было. Толпа была возмущенной, но не агрессивной. Участники несли плакаты с надписями «Жизни чернокожих имеют ценность», «Остановите полицейских расистов» и даже «Извините за беспокойство, но мы хотим изменить мир». А вот большинство представителей русскоязычной диаспоры на стороне полицейских. Я считаю, полицию надо уважать и слушать. Если допустить вот эти безобразия, то будет хуже. Закон надо уважать. И я честно говорю, что сегодня полиция работает очень хорошо. Но не все придерживаются такого мнения. Полицейские, неважно какой цвет кожи, они пользуются своим, я не знаю, как по-русски сказать, своим power. Положение очень много. Они очень много бьют людей, они меня били. Многие считают, что полицейские превышают свои полномочия, что могли бы только ранить нарушителей, но не убивать их. Полицейский не виноват как личность. Он должен быть вооружен достаточно для того, чтобы не убивать человека, а обезвредить его. У нас никакая полиция в США не учит офицеров стрелять на ранение. Нас всегда учат стрелять, чтобы остановить преступника. Поэтому попасть, например, как сейчас очень популярно в газетах, на телевидении рассказывают, что почему полицейский не выстрелил ему в ногу или в руку.
На самом деле это просто невозможно. Русскоязычные иммигранты также расходятся во мнениях о том, как можно разрешить этот конфликт между правоохранительными органами и расовыми меньшинствами. Я думаю, что тут здесь только сила нужна. Его так не разрешишь. Я думаю, что в первую очередь этот конфликт должен разрешаться экономически. Что в бедные общины должны каким-то образом переходить в фонды, чтобы люди получали образование, чтобы люди получали профессии, чтобы у них были работы, чтобы им не приходилось продавать сигареты поштучно для того, чтобы зарабатывать на жизнь. Вот я хочу напомнить, что Эрик Гарнер в Нью-Йорке именно этим и занимался. Продавал сигареты поштучно, его пытались арестовать полицейские, применили к нему удушающий захват, и от этого он умер. Наташа. Спасибо. Корреспондент Виктория Купчинецкая из Нью-Йорка. «Сталкер» – фестиваль правозащитных фильмов подвел свои итоги за 2014 год. Уже после подготовки материала к эфиру нам стали известны победители фестиваля. Так, приз за лучший игровой фильм получила картина «Испытание» режиссер Александр Кот. Лента продолжает собирать награды. Фильм получил 2 приза на Токийском международном кинофестивале. Напомню, Александр Кот со своим «Испытанием» получил и главную статуэтку «Кинотавра» в этом году. На церемонии «Сталкера» побывал наш московский корреспондент Андрей Королев. В этом году кинофорум проходил на фоне не только ухудшающейся политической ситуации, но и целого ряда запретительных мер в области кинематографии. Министерство культуры России регламентировало обязательное получение прокатного удостоверения для картин даже в случае показов фильмов на фестивалях. Я не думаю, что всегда везде и гладко проходят такого рода показы. Не то, что иногда власть чинит препятствия, а не помогает. «Сталкеры» ежегодно проводятся в Москве с 1995 года. День открытия фестиваля выбран не просто так. Именно 10 декабря была принята Всеобщая декларация прав человека. Для нынешней России эти слова значат больше, чем фигура речи. Кинематографисты стали грустнее. Им стало меньше нравится то, как они живут, и, видимо, это сказывается на картинах. Из игровых картин более всего здесь ждали «Класс коррекции» Ивана Твердовского и кино про Алексеева Михаила Сигала. «Класс коррекции» – искусственно созданное школьное гетто для проблемных детей. Герои фильма уже почти стоят на пороге взрослой жизни. У них остается последний шанс изменить судьбу. Их ждет первая любовь, первое соперничество и первое предательство. Лавируя меж проблемой и соблазном эксплуатации кинематографического лубка, молодой Твердовский не бежит образом музыки в петле, отстаивает циничный до предела прием, ставший привычным в современном российском кино. Кино про Алексеева – третья картина режиссера и сценариста Михаила Сигала. Картина вызвала бурную дискуссию среди тех, кого в России именуют бардами. И вообще в этом году на фестивале проблемного кино больше, чем просто игрового. Этот фестиваль рассказывает о реальной жизни в нашей стране, о реальных проблемах, о людях, которые идут своим сложным, иногда ошибочным, иногда трагическим путем. «Сталкер» не является коммерческим предприятием. Доступ на сей без исключения кинопросмотра свободный. После окончания фильма участники начинают свое путешествие по провинциальным городам. Более 30 фильмов в этом году уедут в Екатеринбург. Я думаю, что к нам поедут вообще фильмы-лауреаты. Насколько я понимаю, что Степанов договорился с Померанцем, со Свердловской киностудией. У нас их прокатят тоже. Ну и я думаю, что я как глава города тоже этому посодействую. Как и всегда, фильмы фестиваля демонстрировались на разных площадках Москвы. Как и всегда, в кинозалах не было свободных мест. В эти дни все думающие люди вспоминают выдающегося советского физика, правозащитника и диссидента, лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова. В день 25-летия со дня его смерти в Нижнем Новгороде, городе, куда ученого отправили в ссылку, прошел пикет. Вспоминали Сахарова и тех, кто в наши дни, о чем гласили плакаты, проявил гражданское мужество. Во всем мире Сахарова чтят, любят, помнят и уважают. А мне кажется, что это вообще замечательно, что человек вот так абсолютно не побоялся расстаться со славой, благополучием, таким успехом ученого. И променял это просто вот на абсолютную честность с самим собой и с людьми. В 1986-м Михаил Горбачев, кстати, под давлением Запада, разрешил Сахарову вернуться из ссылки в Москву. Но где бы ни был ученый, все его слова и мысли становились настоящими маяками для совестливых людей. Сегодня его цитаты звучат также актуально. «Ничто так не угрожает свободе личности и смыслу жизни, как война, нищета, террор.
Однако существует и очень серьезная, косвенная, лишь немногим более отдаленные опасности. Одна из этих опасностей – оболванивание массовой культуры. Проблема цензуры является одной из центральных в идеологической борьбе последних лет. Ведь глубокие мысли появляются только при дискуссии, при наличии возражений, только при потенциальной возможности высказывать не только верные, но и сомнительные идеи. Человеческому обществу необходима интеллектуальная свобода, свобода получения и распространения информации, свобода непредвзятого и бесстрашного обсуждения, свобода от давления авторитета и предрассудков. Звезда НХЛ, капитан Вашингтон Кэпиталс и сборной России по хоккею Александр Овечкин теперь официально может считаться лучшим игроком вашингтонского клуба за всю его историю. Время передавать слово коллегам. Наташа. Да, Сергей, в ноябре кумир миллионов 826 раз участвовал во взятии ворот соперника в НХЛ. И всего за 9 с небольшим сезонов вошел в историю столичных как самый результативный игрок. С Александром Овечкиным встретились Игорь Тихоненко и Барт Чайлдс. Вся жизнь – игра. Для кого-то в переносном, а для кого-то в прямом смысле этого слова. Игра, в которую каждый из нас вовлекается с разным уровнем азарта, трудолюбия, терпения и природного таланта. Была мечта играть в НХЛ. Конечно же, хотел показать, во-первых, себя проверить, на что я способен. Вот. И, конечно, я не думал, что я буду побивать какие-то рекорды, выиграть какие-то индивидуальные призы. Вот. Но, как говорится, мы стремились к этому. Кто-то в этой игре хорош, кто-то великолепен, а о ком-то говорят, он просто непревзойден. Капитан команды Вашингтон Кэпиталс и сборной России по хоккею Александр Овечкин скорее относится к последним. Алекс – один из тех игроков, которые появляются в хоккее раз в 10 лет. Когда он приехал сюда, в Вашингтон и в НХЛ, он поставил лигу с ног на голову. Овечкин приехал в Национальную хоккейную лигу в 2005 году и сразу же принялся переписывать ее историю, в считанные сезоны превратившись в живой хоккейный идол. У меня задача была сразу поставлена передо мной, да, чтобы я был лучшим, чтобы я доказывал всегда, чтобы я делал все то, чтобы быть тем, кем я стал. Своими результатами Овечкин затмил статистику другого блестящего игрока, легенду словацкого хоккея Петра Бондру, выступавшего за Вашингтон на протяжении 14 сезонов. Выбранный десятилетия назад под первым номером драфта НХЛ, Овечкин 3 раза становился обладателем Харт Трофи, который вручается самому ценному игроку лиги. Как лучший снайпер лиги 4 раза он получал Марис Ришар Трофи. В среднем в 100 матчах Овечкин забрасывает 62 шайбы. По этому показателю после 9 сезонов он находится на 5-м месте в истории Североамериканской лиги. Однако, по словам хоккеиста, такие достижения даются нелегко. Не было сна, да, потому что нужно было вставать рано утром, там, тренировки, двойные тренировки пропускали какие-то, школу, там, еще что-то пропускали, да, но самое главное, у нас была постоянная задача тренировки. Когда Барри Троц говорил о том, что приезд Овечкина изменил лигу и вашингтонский клуб, он имел в виду не только яркий стиль игры капитана Кэпиталс, но и тот импульс, который он придал развитию хоккея в Вашингтоне. Он лучший, потому что каждую игру он отдает себя на 100%. Хоккей еще не знал такого игрока, который бы совмещал столько заброшенных шайб и силовых приемов. Да, некоторые жалуются на его защиту, но его не остановить в атаке. Давай, Ови! У тебя все классно, чувак, но ты посмотри на эти зубы. Жаль, конечно, что я не играю в хоккей, но я сомневаюсь, что ты можешь заполучить такую красивую девчонку, если у тебя нет таких зубов. Игорь Тихоненко, Барт Чайлдс, специально для настоящего времени, Вашингтон. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время вновь наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.